Это ВДНХ, культовое место в Москве, где на огромной территории расположились самые разные павильоны, и в каждом из них представлена уникальная выставка. Но особой популярностью в течение полугода пользуется павильон номер 21. Здесь расположилась грандиозная экспозиция под названием «В далекой-далекой галактике». Она посвящена героям знаменитой кинофраншизы «Звездные войны». И удивительно, что ее автором является якутянин, знаменитый у нас в республике косплеер Адял Федоров. И воплощать идею мечты в столицу он приехал вместе со своей большой командой. Нашей съемочной группе эксклюзивную экскурсию по павильону провел сам автор. Аяла, расскажи, что это за зал и какая здесь была проделана работа? Так, это Совет джедаев. Тут в большей степени скульптурная работа, получается, лица и покраска лиц. Мы максимально постарались сделать ровно, как и в фильме. А то, что вот декорация рядом, это уже делала компания очень крутая, которая воплотила эти столбы, плюс лайтбоксы, чтобы человек ощущал себя прям джедаем. А тут можно уже сесть. Рядом с Йодой. Рядом с Йодой. Мы попадаем в Татуин. Тут самое основное – это гоночный плот Энакина, сам Энакин, жители Татуина, дроиды. У Дарта Мола обязательно должно быть лицо. Мы это отчетливо показали, чтобы человек понимал, что это такое. Но он прямо как настоящий, я тебе хочу сказать. Я в первый раз увидел, я испугался. Я подумал, что стоит настоящий актер, он сейчас бросится на меня. Мечом на к. Да. Мы подходим с тобой к механике. Здесь все двигается. Вот эта штука, платформа. Ты же говорил, что это сложно было. Ну да, это третий эпизод, когда Дарт Вейдер, Энакин превращался в Дарт Вейдер. Понятно, что ты придумал, что эта сцена обязательно должна быть на выставке, потому что она важная. Да. Когда вы делали, вы столкнулись с проблемами. Скажи честно, ты пожалел? Конечно, я о многом пожалел. Такой. Блин, нарисовать, придумать, это легче. А как делать? Ну, не отказались же в итоге? Нет, это был вызов такой. Но вы делали не только людей, да, и инопланетян, но и животные здесь представлены. Да, монстров. Обязательно нужно было показать Нексу, Аклая и Рика, потому что без них это было бы очень скучно. Такой момент, когда они нападали на джедаев, и была битва клонов. Как ты выбирал масштаб? Все-таки насколько приходилось их уменьшать? И насколько их ты уменьшал? Это 1 в 1. 1 в 1? Да, Рик 1 в 1. Аклая мы уменьшили на 20 сантиметров. А Нексу он 1 в 1. То есть они такие были? Такие были, да, как в фильме. Получается, вот такая вот штука охотилась на тебя. Так, мы находимся в планете Хот. И самое главное, это экспозиция, конечно, AT-AT. Мы сделали его большим, чтобы люди почувствовали Масштаб. Высота 4 метра, 4,20 где-то. И, конечно, занести было это очень трудно. Да. Ну, мы сделали всю основную часть темную. Ну а сделать это было сложно или нет? Так сказать, среднее, но очень много мелких детализаций. Да, это нужно было все придать, показать. Но ты же говорил, что это самая сложная модель. Так, сборка была сложная, но вот покраска и шлифовка это то же самое, как и у корабля. Да. Это была самая первая вот, экспозиция. То есть вы с этого начали? Да, с этого начали. И казалось, наверное, это сложнее. Ну, когда это сделали, уже подумали, что да, если мы это сделали, то все остальное будет... Да, было такое мнение. Она уже стояла у нас и всегда мотивировала. Получается, мы приходим в мастерской, гигантский шагоход стоит, но не покрашенный, но все равно визуально был этот. Прикольно. Короче, талисман получается ваш? Да. Идея появления такой выставки принадлежит крупной московской компании.
Конечно, интересно, как появилась идея появления этой выставки и как вы вышли на нашего якутского мастера. Мы долго искали художника, и наша задача была найти фаната. Фаната у нас найти получилось, собственно говоря, выбор был очевиден. А появление идеи самого концепта — это желание поделиться фанатами с фанатами. Историей создания, методами, планетами, мирами, собственно говоря, вот этой грандиозной киновселенной. И у нас, как мне кажется, это получилось прекрасно. 16 сцен, площадь 1600 квадратных метров, более 200 экспонатов, масштабы, внешний вид, качество. Все это поражает умы, взгляды не только фанатов, но и тех, кто решил познакомиться с этой грандиозной вселенной впервые. Меня очень это зацепило, и тем более это моя любимая вселенная, фанат, поэтому прилетел, посмотрели место, что можно сделать, и далее полностью постановку экспозиции. От этого все началось. Потом уже переезд команды, для всех это был шок. Зачем останавливаться на месте, когда можно что-то сделать грандиозное. И с августа месяца мы начали уже потихоньку переезжать и делать план, что где должно стоять, потому что все должно быть идти по эпизодам, чтобы фанату, например, было понятно. Честно, я не испугался ни капли. Для меня это был какой-то этот... Ну, помните, да, когда корабль строили? То же самое было, что-то такое, что невозможно сделать человеку, я, допустим, смогу. Вот такое Ну, у меня есть основная команда, вот они точно все приехали. И набирал дополнительную команду для сложных скульптурных художественных работ. Потому что такой масштаб с такой маленькой моей командой, это было невозможно. Поэтому мы начали искать знакомых, кто учился в художественном, начали проверять. Я проверял у себя в мастерской в Якутске, давал там пластилин, допустим, или лепить его, там, нарисуй там. И методом отбора я начал выбирать. Потом уже в середине работы мы тоже начали набирать. Много муторных работ, это не то, что как там художественная работа, а нужно много шлифовать днями и ночами, да. Конечно, это было круто. Ну, ребята отреагировали очень хорошо, это странно. Прям сразу уже согласились. Да, ну то, что мы оставили семьи, там некоторые там детей, я тоже, поэтому эмоционально плане это все равно сложновато. Ну как вы оцениваете работу якутской команды? Работа была долгая. Наша команда, которая состоит из диких фанатиков, она началась больше года назад, и масса вещей прорабатывалась, масса вещей создавалась, и тот результат, который у нас есть, он не может не радовать, восторгает все, начиная от элементов брони, заканчивая крупномасштабными экспозициями и большими экспонатами. Мы выражаем им огромное благодарство. Ребята работали день, ночь, они не вылезали отсюда. Момент, когда мы выгружали идти, на ноги ставили его, он один из самых запоминающихся, сердце колотилось, никогда так сильно не переживал. И, конечно же, создание каждого из элементов одежды, каждого из элементов брони клонов, когда они здесь сидели и вот буквально штамповали эти элементы брони, ну вот не вылезая отсюда. Это поражает. Сразу видно, что человек фанатик своего дела. Я раньше делал по одной штучке. Там вот есть заказ или же что-то, какая-то продукция, мы делали. Это понятно. Человек начинает, думает только об одном. А тут, получается, масштабная работа, нужно думать о всех экспозициях. Да, я взял на себя большую ответственность следить и контролировать со всеми процессами, и это оказывается трудно и почти невозможно. Плюс состояние людей команды, как они себя чувствуют, и как все равно другой город, и тут совсем по-другому. С какими сложностями пришлось столкнуться все-таки организаторам при появлении этой выставки? Ну, во-первых, масштабность. Это
огромные масштабы, это огромная площадь. Во-вторых, это детальность изготовления каждого из экспонатов. Исходя из того, что действительно команда создателей — это фанатики, желание все создать максимально идеально, максимально точно, максимально правдоподобно в нашем каноничном представлении этой киновселенной и грандиозной саги. И, собственно говоря, самая главная проблема — это борьба с перфекционизмом. Вот, желание сделать все идеально, настолько, насколько это возможно. Работу якутских ребят высоко оценивают и посетители выставки. Очень нравится, очень вообще интересно, как я узнал в официальной группе ДНХ, так все соответствует, эмоции переполняют, не зря купил билет, очень нравится. Мы мимо ехали неделю назад и увидели стенд. И решили, что мы пойдем. И вот ребенок очень хотел, неделю думал об этом и говорил, ну когда же будет пятница, когда мы пойдем сюда? Вообще здорово сделано, аутентично. Я когда впервые узнал, думал, что масштаба такого не будет. Когда мне начали какие-то материалы отправлять, фотографии, я прям зарядился, потому что подход действительно удивляет. Обычно, если что делают по «Звездным войнам», это больше маркетинговый на продажу, а тут прям видно, привлекли фанатов. Я был на многих фестивалях за последние года, но вот столько качественных стендов я, наверное, нигде не видел. Впечатления такие, что ты находишься в фильме. И определенные этапы проходишь, вспоминаешь, как бы навевает прошлое, когда ты первый раз увидел этот фильм. Ну и детальность проработки всех вот элементов героев очень хорошо. Впечатлил костюм принцессы, где расшито золотом все. А с костюмами не было проблем? Конечно, были. Какие? Мы очень много времени тратили на покупку и поиски материалов. У меня есть коллега, швея, зовут Лена. Она прям в точности до мельчайших деталей шила костюм. Какой из них? Все. Все? Да, она прям отчетливо показывала, как все должно быть и как должно все делать. Это все вручную. Это все вот ручная работа. Я вообще не знаю, как она это все сделала, да. Это как в кино, короче говоря, должно было быть. Да, да. У вас есть здесь любимый экспонат? Любимый экспонат — это вся выставка. Нет ни одной из... Ну а любимчик? Нет, это как выбрать из своих детей. Невозможно выбрать любимого, они все абсолютно прекрасны. Начиная от сцены на Джианозисе, арена Петронаки, заканчивая каждым из клонов. Каждый из них для меня близок, он родной, но вот своим масштабом, яркостью, блеском поражает, безусловно, истребитель планеты Набу N1. Длина 11 метров, ширина 6,5 сантиметров. Этот масштаб он поражает. Вот это самая важная работа, мне кажется. Это мой 3-й корабль. И это делается совсем по-другому. Потому что тут нету деревяшек ДВП, а прям полностью из стеклопластика. Кабину мы еще пока дорабатываем. Размеры 1 в 1. Ну, красиво. Очень красиво. Ребята большие молодцы. Они... В последние дни мы работали вообще круглосуточно, и все, мы высыпались по 2 часа, и было трудновато, но в то же время было нам весело. Очень любили играть, общаться, и вот коллектив очень много решает, эмоциональное вот это состояние людей. Швеи, скульпторы, художники, маляры, вообще вот очень крутые ребята. Мы, когда делали эту работу, мы даже друг другу учились, как это делать. Да. Поэтому, как говорится, получили какое-то образование тут в Москве. И спасибо большое моей команде. Круто. Напомним, что выставка в далекой-далекой галактике располагается в павильоне 21 на ВДНХ. Так что, если будете в столице, обязательно загляните, чтобы полюбоваться на работу земляков. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.